сегодня нету русских, которые могли бы являться экспертами. Они не эксперты, они соучастники тех преступлений, которые совершила Россия. Соединенные Штаты Америки с этим смирились, с этим согласились на самом деле. Когда сегодня Трамп говорит, что это не его война, а война Байдена, он именно это имеет в виду. Волевым решением диктатор может принять решение, а страны Европейского Союза уже месяцами начинают муссировать тему, сопротивляться им российской агрессии или нет. Поздравляем дорогих наших ичкерийцев с праздником Победы 6 августа 1996 года. И у нас сейчас на связи премьер-министр Чеченской Республики Ичкерия Ахмед Закаев. Ахмед, приветствую тебя. Добрый день, Инна, Андрей. Я приветствую вас и всю нашу аудиторию. Ахмед, мы традиционно встречаемся в эфире в День Победы чеченского народа над русскими оккупантами 6 августа 1996 года. Прошло 29 лет, но для тех, кто участвовал в операции «Джихад», события тех дней навсегда останутся важнейшими в их жизни. Сегодня, во время вторжения России в Украину, ты активно работаешь над достижением победы над общим врагом. Тактика и стратегия на войне не стоят на месте, но тем не менее, какие решения, которые были приняты чеченским командованием в операции «Джихад», могли бы быть полезными и сегодня? В первую очередь, Андрей и Инна, хочу выразить вам свою глубокую благодарность за то, что вы делаете, за то, что вы доносите правду о событиях 30-35-летней давности. Именно тогда зарождалась так называемая новая Россия, новая Российская империя. От многих, даже от тех, кто проживал и жил в это время, от современников, скрывалась правда. И сегодня уже благодаря Инна, тебе, Андрею и нескольким еще человек, люди начинают узнавать правду о тех событиях, которые напрямую касались их будущего, их судьбы. И поэтому я еще раз хочу поблагодарить вас за эту работу. И то, что вы сегодня делаете, это имеет огромное значение не только для чеченцев, когда вы освещаете правду, не только для чеченцев, которые подверглись в последние 25 лет вот именно русской идеологии и извращении правды, действительности, подмена всех событий, переоценка всех событий, переоценка ценностей. Все это происходит вот в эти последние 25 лет. И это, к большому сожалению, не только происходит с чеченцами, и с другими народами, колонизированными народами, и не только колонизированными народами России, но я думаю, что это касается всех жителей евразийского пространства, которые сегодня на самом деле из-за войны, из-за последних событий видят угрозу со стороны России и представляют себе, если сегодня не вернуться к истокам вот тех событий, которые начинались в Чечне 25-30 лет назад, на Кавказе, в Грузии, противостоять этому будет невозможно. Если мы не осознаем и не понимаем, что происходило, вряд ли мы можем реально противостоять. Потому что любая болезнь, в первую очередь для того, чтобы вылечить эту болезнь, нужно сначала поставить правильный диагноз. А вот не зная всех сложностей, тех перипетий, невозможно будет выработать сильную стратегию по предотвращению всего того, что пережил чеченский народ и переживает сегодня украинский народ. Относительно событий 29-летней давности. На самом деле, то, что произошло 6 августа и в последующем 30 сентября, это касается не только чеченцев. Вот это событие касаются и тех, кто сегодня противостоит российской агрессии.
Это касается не только тех, кто непосредственно участвовал в этих событиях. Это касается тех, кто живет сегодня, находится под этой российской пропагандой, и будущих поколений. Это историческое событие, и оно в истории именно таковым и останется. И никто ничего не сумеет, даже в последующем, чем больше времени пройдет, тем больше будет осознание того, что это было, и чего это стоило чеченскому народу, оставшись один на один с этим монстром, с российским монстром, противостоять, не только противостоять, но и победить. И это, конечно, очень многое значит для будущего чеченцев, для будущих поколений чеченцев, которые должны будут заниматься не самобичеванием и искать ошибки среди тех, кто противостоял этому злу, а заниматься самоутверждением. А для самоутверждения нужны именно в истории такие события, которые произошли 29 лет назад на территории Чеченской Республики. А я в своей первой книге «Покорить или истребить» подробно описал эти события и давал политическую оценку этим событиям, и поэтому я не буду повторяться. Я думаю, что очень много участников этих событий, которые будут комментировать эти события и рассказывать о том, что происходило 29 лет назад. Поэтому я воздержусь от личных комментариев по этим событиям, а если в историческом измерении говорить об этих событиях, это действительно очень важное событие в истории и в жизни чеченского народа, как в настоящее время, как в прошлом, так и в будущем. А теперь относительно моей работы в Украине. Да, то, что сегодня происходит в Украине, и наше присутствие чеченского правительства в Украине, это было не мое личное решение, это было решение Государственного комитета деоккупации. И мы это решение приняли именно 25 февраля 2022 года. Мы понимали, что с этого дня начинается новая эра, пишется новая история. Это можно считать началом конца Российской империи. Если все те, кто стояли за этой акцией, проработали все эти вопросы, связанные с ликвидацией украинского государства, на самом деле подписывали и подписали себе приговор. Приговор, я имею в виду, России как возрождающейся империи. И в этом отношении наше присутствие там в первую очередь означает, что мы боремся не только за свободу и независимость Украины. Мы сегодня, находясь там, боремся также за свободу и независимость и нашего государства, и многих других колонизированных народов, которые находятся в колониальной зависимости от России. И не только те народы, но и люди всего евразийского пространства, которые на себе реально почувствовали ту угрозу, которая исходит от возрождающейся Российской империи. И сегодня наша основная задача, главная задача, это чтобы мы победили в этой войне. И вот события и победа Украины над Российской империей, над российскими агрессорами, это будет иметь большее значение, чем события 29-летней давности, о которых мы говорили. Если тогда, после нашей победы над российскими агрессорами, у них был шанс и возможность взять реванш, то вот после победы Украины над сегодняшней Российской империей, у них эта страна перестанет существовать в том виде, в котором она это начинала. И поэтому это будет всеобщая победа. Победа и украинского народа, победа колонизированных народов и победа всего человечества и всех людей доброй воли, для которых Россия на сегодняшний день является самой большой угрозой для их будущего. И в этом отношении, и в этом контексте то, что происходит сегодня в Украине, имеет мировые масштабы. Те события, которые происходят сегодня в Украине, именно поэтому и нужно рассматривать как проблемы всего международного сообщества, сохранению миропорядка во всем мире, по выработке стратегической безопасности для всего человечества. И я уверен в том, что все, кто сегодня вовлечены в этот конфликт и в эту войну, они отстоят это право для всего нашего человечества.
Ахмед, только что мы опубликовали неизвестное интервью Генриха Боровика, которое несколько смещает акценты во взгляде на реакцию российского общества во время первого вторжения русских в Чеченскую республику Ичкерия. На твой взгляд, насколько мысль, вбрасываемая в общество о противостоянии либералов и партии войны, отвечала реальности? Или это была все та же спецоперация ФСБ, тогда ФСК, по дезинформации, в том числе и дезинформации на Запад? Совершенно верно. В этом же вопросе есть и ответ. Это была работа тех специальных структур, которые были подготовлены для того, чтобы освещать события, проходящие в Чечне. Тогда те, кто стояли за этой войной, партии войны или либералы, не было разделения между ними. Просто каждая из сторон партии войны, они делали свое дело, делали головокружительную карьеру, становились известными, популярными. А так называемые российские демократы-либералы использовали ситуацию для того, чтобы была узнаваемость. А среди тех, кто не поддерживал эту войну, было популярно высказываться против действующей власти и выступать против войны. А на самом деле это была комплексная работа и комплексное мероприятие, которые они проводили от начала до конца. Все тогдашние политики, которые мало-мальски имели какой-то вес и какое-то слово в публичном пространстве, что бы они ни говорили и как бы они не выражались о событиях в Чечне, они в целом поддерживали то, что происходило в Чечне. Потому что подготовка к этой войне была заложена именно ими. Именно они все находились тогда у власти, в политике, когда они принимали новую конституцию в 1993 году. И в эту конституцию они внесли абсолютно не имеющее к тогдашнему политическому дискурсу, политической ситуации, которая сложилась после распада СССР, Чеченскую республику. Чеченская республика более года существовала как независимое суверенное государство. Но несмотря на это, и демократы, и либералы, и партия войны, и администрация, и вся общественность приняли Конституцию в 1993 году, куда как составная часть России была включена Чеченская республика. И администрация Ельцина, которая начинала войну, именно апеллировала к этой Конституции. Они все заявляли о том, что Чеченская республика является частью России. Они на весь мир заявляли о том, что Чечня – это часть Российской Федерации. И ни один из выступающих против войны в Чечне не высказывался в международных институтах или на международных площадках и не заявлял, и не говорил о том, что Чечня – это было независимое государство, и войну, которую мы сегодня ведем в Чечне, она не иначе ее назвать как захватнической нельзя. Это возрождение новой колониальной политики России, которая направлена на то, чтобы возродить или Советский Союз, или же Российскую империю. Ни один из них не говорил таким образом. И поэтому они все оправдывали. Они, может быть, не оправдывали методы, как они сами выражались. Даже на переговорах, когда бывали с нами контакты, они на переговорах между собой в кулуарах говорили, почему военные так неумело расправляются с чеченским народом. Их возмущало не то, что они делают, их возмущало то, что они это делают так неграмотно и так неумело. То есть не решают проблемы за очень короткий срок, как они обещали. И в этой ситуации сегодня нету тех, которые не причастны и невиновны в той трагедии, которая прошла 35 лет, которую пережил чеченский народ, и невиновных в том, что происходит сегодня в Украине и в мире. Именно тогда зарождалась сегодняшняя Россия, с которой мы сегодня имеем дело. Именно в Чечне возрождалась российская армия, как говорил великий демократ Чубайс. Именно в Чечне зародилась
та система и пропаганда относительно оправдывания военных преступлений, и методы, которые они сегодня используют. И попытка подменить существующие реалии на фарс, так называемый политический процесс или мирное урегулирование. Это все было отработано в Чечне вместе с сегодняшними так называемыми новыми или хорошими русскими или оппозиционерами Путина. Спасибо большое, Ахмед. Чеченцы никогда не забывали своей истории. Отсюда такая сила духа и понимание истоков агрессии России против чеченцев. Чеченцам невозможно продать российские байки. Но вот в отношении украинцев пропаганда сработала, особенно изуверски и точечно. Украинцев лишили исторической памяти и заменили ее советскими методичками. Когда 3 года назад стали публиковать слова Джохара Дудаева, что Россия еще столкнется с Украиной на непримиримых, Дудаева стали называть провидцем, чуть ли не пророком. Откуда он мог знать, говорили на каналах. И я помню, что только ты тогда говорил, что это не провидение, это элементарное знание. Он понимал, как устроена Россия, что рано или поздно, чтобы продлить свое существование, ей придется зачищать хвосты, свою ложь с их тысячелетней историей, которую они украли у Украины. А на Западе трудятся так называемые друзья Украины, которые вбрасывают для западной публики совсем другие первопричины войны. Как ты думаешь, приходит ли к западным политикам понимание, что принимать решения, исходя из этой ошибочной концепции, чревато и губительно? Дело в том, что Россия и та система, которая сегодня управляет Россией, они не оставили абсолютно другого выбора для Европы, для цивилизованного мира и для международного сообщества, кроме как понимать того, что Россия представляет для них сегодня угрозу. И это прояснилось, и это стало понятно именно еще в декабре 2021 году, когда Путин озвучил ультиматум, направил Совет Безопасности ООН и в НАТО заявление, свои высказывания о том, что нужно вернуться к границам 1997 года. С этого времени для всех, в частности для европейских стран, было понятно, что думает Путин и что может произойти. Соединенные Штаты Америки с этим смирились, с этим согласились на самом деле. Когда сегодня Трамп говорит, что это не его война, а война Байдена, он именно это имеет в виду. Когда Соединенные Штаты Америки дали молчаливое согласие на агрессию, российскую агрессию против Украины, будучи уверены в том, что, как заверила российская сторона, что ситуация в Украине будет нормализована в течение недели или 2 недель. И они именно и планировали, Россия именно и планировала такой вариант решения. И американцы с этим решением на самом деле согласились. Если бы тогда украинская армия и украинский народ не противостояли бы и не приостановили бы агрессию России, то именно так и складывалось бы. А Украина была бы в составе России, пусть она имела бы какой-то другой формат, и в принципе бытность СССР, Украина имела особый статус в Союзе Советских Социалистических Республик, так же, как и Беларусь. Они имели свои представительства, посольства. А в целом она являлась составной частью Советской империи. То же самое произошло бы и сейчас, если бы украинский народ не противостоял этой агрессии. И относительно тех событий, которые складывались в тот период, касательно исторической памяти. Я думаю, что украинцы, так же как и чеченцы, нас тоже в свое время обвиняли в том, что мы прошли ассимиляцию, что мы ассимилировали, и что чеченцы и ингуши давно перестали быть и этническими чеченцами, что ассимилировались, и что они давно перестали быть мусульманами. На самом деле, тот период, который переживал тогда чеченский
чечено-ингушский народ после депортации, со стороны именно так и казалось. Вы знаете, что наши деятели, которые находились на Западе, известный политолог всему миру, известный Абдрахман Авторханов, в Чеченской республике была кампания начата против него. Абсолютно открыто, что он является врагом чеченского народа, его проклинали, семья от него отказывалась. Мы все это проходили, но это не означало, что чеченцы забыли, что с ними произошло. И как только пошло послабление в центре, чеченцы сказали и заявили о себе как абсолютно новая генерация и новые идеи в политике. То есть возрождение чеченской независимости, восстановление чеченской государственности, появились политики, общественные движения, политические движения. Вчера они распевали речевку «Партия наш рулевой», сегодня они говорили и заявляли о том, что партия и Россия совершила геноцид чеченского народа. И это же самое касается и Украины. С 2004 года, когда была первая оранжевая революция, с этого времени можно сказать, что историческая память украинцев, она была восстановлена. То есть она была реанимирована, и она ожила. И люди, которые выходили на Майдан, стали носителями именно этой исторической памяти. Они заявляли о себе как нации, как народ, которые находятся в кабальных условиях и являются колонизированным народом, что их история переписана Россией и русистами. Вот с этого времени зародилась новая Украина. И, конечно же, то, что сегодня Украина противостоит этой махине, да, во многом это благодаря тому, что они не забыли и знают, кто они такие. Конечно, они сегодня имеют колоссальную поддержку во всем мире. И я уверен в том, что эта поддержка, она будет усиливаться. И в этой войне Украине не дадут проиграть, потому что если Украина проиграет, проиграет весь мир. То есть мир, который называется на сегодняшний день цивилизованным сообществом. Мир может впасть в диктатуру и под влияние тех диктаторских режимов, которые сегодня и ведут войну против Украины. Ахмед, события в последние дни развиваются стремительно. У Трампа лопнуло терпение, и он больше не намерен продолжать игру с Путиным. Как отмечает Михайло Подоляк, Путин намеренно наносит оскорбление Трампу. Какой посыл, на твой взгляд, отправляет Путин Трампу таким поведением? Инна, я на самом деле противник персонифицирования любой проблемы, и поэтому это касается и Трампа, и Путина. За Трампом стоит администрация и Соединенные Штаты Америки, которые будут определять политику и будут проводить эту политику в интерес Соединенных Штатов Америки. За Путиным стоит система, которая начала работать еще до распада СССР, еще при Андропове, когда он был директором КГБ. И ничего по сегодняшний день не изменилось. И поэтому я не думаю, что мы сегодня должны акцентировать внимание и переводить эти глобальные противостояния западного мира советскому КГБ, персонифицировать в Трампе и в Путине. Все намного сложнее. Но в этой схватке, в этой последней схватке, я уверен в том, что Запад должен выиграть, и Запад должен отстоять свои интересы. Потому что другого варианта, эта система, которая сегодня стоит за Путиным, которая олицетворяет Путин, эта система другого варианта не оставила. Или полная ликвидация существующего миропорядка и создание нового миропорядка именно преступными диктаторскими режимами Ираном, Китаем, СССР и КНДР. Эти две системы, они не могут параллельно сосуществовать. Какая-то из них должна выиграть и победить. И я уверен в том, что западный ресурс и западные политики сегодня осознали, какую реальную угрозу несет Россия в том качестве и в том виде, которое она сегодня существует до сегодняшнего дня. Ахмед, еще один трюк, который недавно продемонстрировал один российский ельцинский демократ, переехавший жить в Соединенные Штаты. Это упрек в мой адрес, что я, дескать, делаю
комплементарные интервью с Ахмедом Закаевым. А вот он мог бы сделать объективное аналитическое интервью с Ахмедом Закаевым, имея в виду объективный расклад с его точки зрения политических сил чеченцев на Западе. Человек захотел, как это свойственно россиянину, побыть разруливающим, смотрящим среди чеченской диаспоры на Западе. Ахмед, что бы ты ответил такому эксперту по чеченскому вопросу? Инна, мы с тобой раньше говорили на эту тему, что среди русских политиков, как тех, которые сегодня находятся у власти, и тех, которые рвутся к власти, нету ни одной политической партии и движения, политической силы, которая не ответственна за все, что происходит сегодня в России. Именно они вместе создавали вот этого монстра, именно при них состоялась эта российская, сегодняшняя Российская империя, именно при них пришел к власти Путин, и эта система определила будущее не только России, но и соседних государств. Их отношение ко всем, кто не с ними, тот против них. Это складывалось в течение десятилетий. И делать вид сегодня, что они каким-то образом не причастны к тому, что происходит, конечно, никто это не воспримет. И сегодня нету русских, которые могли бы являться экспертами. Они не эксперты, они соучастники тех преступлений, которые совершила Россия. И в будущем я уверен в том, что нам удастся вывести их из этой сферы, когда к ним обращается благосфера, когда с ними обсуждают мировые агентства, рассуждают на тему, что будет на Кавказе, что будет в Чечне. И они, люди, которые поддерживали Путина, Ельцина в их преступной войне, сегодня, как ни в чем не бывало, пытаются комментировать и прогнозировать ситуацию, и давать оценку. Они не оценку должны давать этой ситуации, они должны нести ответственность за все, что произошло тогда с чеченским народом и на постсоветском пространстве, и ответственность за то, что сегодня происходит в мире из-за позиции России и российского государства. Потому что они все вместе создавали сегодняшнюю путинскую так называемую Россию, которая представляет угрозу для всего мира. Ахмед, спасибо большое. И последний вопрос. На днях вышла большая статья Гарри Каспарова и Габриэлюса Лансбергиса, внука профессора Витаутаса Лансбергиса, где они призывают перейти Европу от соглашательства с Россией к настоящей конфронтации. Как бы ты прокомментировал мысли, изложенные в этой статье? Да, я прочитал эту статью. Это огромная работа и очень хороший расклад тому, что происходит в Европейском Союзе и как мы пришли к тому, что мы пришли сегодня. На самом деле Европейский Союз и Европа, занимаясь проблемами, озабоченные гендерными проблемами, на самом деле прозевала то, что происходило рядом. Она вбухивала миллиарды и миллиарды денег в Россию, не обращая внимания на те злодеяния и преступления, которые совершала Россия. И они занимали соглашательскую позицию, в то время как Россия создавала орешники. И сегодня есть реальная угроза того, что Россия может нанести удары по странам Европейского Союза. Понимание этого уже есть. И, конечно же, совершенно прав и Гарри Каспаров, и Лансбергис, когда они говорят о том, что нужно изменить структуру Европейского Союза. Вот эта попытка согласовывать вопросы, принимать единогласное решение по стратегически важным вопросам, оно себя не оправдало. Волевым решением диктатор может принять решение, а страны Европейского Союза уже месяцами начинают муссировать тему, сопротивляться им российской агрессии или нет. И в этой ситуации, конечно, есть большая угроза того, что сегодняшняя существующая структура Европейского Союза может не выдержать. И вот новые варианты, которые предлагают сегодня авторы этой статьи, к ним надо прислушаться. Я думаю, более того, нужно идти дальше. Не только изменить
принцип принятия решений. Необходимо создать военную составляющую, создать Совет Безопасности Европейского Союза, где принимались бы решения, и эти решения исполнялись бы другими членами. Я думаю, там много вариантов, которые нужно и можно будет предусмотреть, с тем, чтобы действительно сегодня, став субъектом, Европейский Союз может играть огромную роль в разрешении вот тех кризисов, которые сегодня складываются и на европейском континенте, и вообще во всем мире. Ахмед, я благодарю тебя от всех наших зрителей за этот очень интересный, очень важный разговор. И позволь еще раз поздравить тебя с Днем Победы. С Днем Победы над российским агрессором чеченского народа 6 августа 1996 года. Ассаламу алейкум, салам машаду махкошка. Тани Аллах август я дай шокече ночи ому верси эскард атулан бекан. Халхарт ам бёчполш халхарт мяха веклам вемох. Йисари леца векломан я قزل عصب جاده إدادا ليرم شدي أنا يرسي إسكردر تاوز إسكرد تولم باقرة إذا إستوريا دقيق يقدري تشومادو إز لريتن همادو إز تغن ويت عدو الحال رسيت سول يومتك ومخني سلا وإستوريا دولش حولنا وإستوريا لاتش دولش حوليها تانزا ويقومنا ودنين ديها ويقام ملت نوچو مات بوش قام نوچو مات بوش ناخو دنیا دی عمل خلا استوریرا صاد عادی دوش دادخ دوش ما داتس اونجا از بیلگو بقبوش بقتولم بر اخل تولم بر اتملو تولم خلا تعاش و نوچو قوم دريجي نوچو قوم تولم برز سون هتا خيل دوش حولي اج اوديك دو اوبوزيسيا بوش بولناخ هو عيدن دو حال خيل بوش بولناخ غاسقي اولات ليش بوش بولناخ دوغا بيش اوتخيل تشخيل مش اوتناخ دوخوي دو قا خيل باقي بيش بر اتاخ تو غويت از خلقنا قومنا يقعل تعال إذا ميوخش زمان شوها بس خلقنا تبي أن بوجبالنو شايشوي سينغت مو شايشويس طبعا وتعاليش دول حال ويوحتن دول حال ويقوموا تقي مسيت شرا تقي تقشر سو دو حلوير تمتسير قسم تسير طبعا حال اشتلاها قاني حال كيرشردو يكيرشر خلق ويتيشندو أما وطبعا كيتشن ببيشتك وكيتشل ديشتك ويشنوك أيول قاموا مستخل إدعاء قنا وقام تأخير دوش بيحكينك ظلم دينك إز بيحكي إز جوبي وزنا ويقوم تعال شاقيش تدعى قايق ديشتوي أتو وإستوريا أصلا إستوش تغي إشوال يالوش أوست أخيل دوش خيل مش تسود أخيل بولش خيل مش وين قويت قيوين تعال يقتخلر هتا يتوام دعبير زل شوكا ويقام تأخيل دعويتر أما ويموستخشنا شوك كديلر وينوقي بيتنتس وينوقي ظلم داجو وينوقي ظلم داي ريتب الظلم دايش وينوقي داجن شبيتنو يو وينت قيزل يايتر وينت اتوام بايتر واستمتعها قام تغليشتنا واحتعين غور سيزدين لاتش دلا أم وقام قرد ال كالدسنا داتس وي عالشون كرت عالشون نوخشو ماشون يودال داتس إن شاء الله دام الله وي قام برات ديردو وي موخ برات بيربو وقت أمتع حالهرش لميع شولش لميع داقل نيش دعبويلش تيرسي تيرسي يش خم بوسل بولش تعبسن شيء زاد يعديسن جدوزة اللي خم بوسل بولش وبتشاق قلريو وبتشاق ديانلريو تود أوت عاشيكويا تود أحترام وقحيوكشتو دال مولا وين دال طولم بنري سأتش وحليلوش تو بانش دال ديل ريزولش أو حاليلوش شقدر دوي تود أوي دال مولا دال احتو بيربو التيشنا دوي الله دال تعبيرت كيول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته